За последние 2-3 месяца ваххабистское подполье произвело несколько террористических актов на территории столицы республики, в результате которых погибли и ранены десятки наших граждан. Уже в который раз ваххабиты обнаружили свое истинное лицо, подрывая смертников в самых людных местах, где проводят свой досуг граждане – старики, женщины, дети. Кроме того, ваххабиты произвели несколько атак на подразделения правоохранительных структур республики и подразделения вооруженных сил. Эскалация насилия со стороны религиозных экстремистов привела ко вполне закономерной ответной реакции. После подрыва террориста-смертника на проспекте Исаева в тот же день на пятничной молитве президент Чеченской республики Рамзан Кадыров дал четко понять, что время увещеваний и уступок прошло. Отныне всех сторонников ваххабизма будут уничтожать. والله als deel doe je boze zo meisje dan wist gewas al dan afwärts ho meisje als en والله al als deel met we gebist tun حاجه تقدر نص شعور ممكن ده شيء ولا تانجل ساعه ايه تنبش مش تبور بس تبع والله از ديل تعمل كده ساعه ايشك بس ادالين بس واخوجين شو ده البوس تعمل نص بباب بس كده هو شو عدونه ديل دين شريعه طريقه ديل بوسهم نابو هو شو عدونه مخ دايبو. История чеченского народа – это череда бесчисленных испытаний. Волей Всевышнего чеченцы стали мерилом всех возможных бед, которые только выпадают на долю человека. И они же демонстрируют всему миру примеры беспрецедентного мужества, воли к жизни и созидательному труду. За последние 15-20 лет на нашу долю выпало столько, что любому другому народу хватило бы и на 200 лет. Благодаря милосердию Аллаха мы выстояли в первой жестокой и бесчеловечной войне. Когда уже были все предпосылки для становления и развития общества, предатели ислама и чеченского народа навязали нам новую, еще более жестокую и кровавую войну. Рейд банд ваххабитов на села братского Дагестана привел к тому, что на Чеченскую республику обрушилась вся мощь одного из сильнейших государств мира России. Иначе не могло и быть. Любая страна мира будет отстаивать свою целостность. Главный расчет ваххабитов оправдался. Российская армия начала активные боевые действия против Чеченской республики, а все чеченцы были объявлены бандитами и террористами. Страшный сценарий врагов России и чеченского народа начал реализовываться. Каждый день жертвами этой жестокой бойни становились сотни человек. Наверное, так продолжалось бы и по сей день, если бы один человек не выступил против всего происходящего. Его голос звучал аргументированно и громко. Это был Ахмад Хаджи Кадыров. Сразу же по окончании Первой войны он выступил против ваххабизма, тогда еще только набиравшего силу. Но политическое руководство республики того времени, запуганное ваххабитами, объявило Ахмад Хаджи врагом народа и провокатором. Тем не менее, он остался до конца верным однажды выбранному пути и продолжал обличать истинную сущность ваххабизма. о выселении всех иностранцев во главе с Хадабом. Издать второй указ запретить ваххабизм на территории Чечни. Третий указ разжаловать Басаев Шамиля. В 2000 году, будучи главой Временной администрации Чеченской Республики, он сумел донести до руководства страны в лице Владимира Владимировича Путина тот факт, что ваххабиты, развязавшие войну чеченскому народу, враги не меньше, нежели России. Эти два великих человека поверили друг другу. И с этого момента ваххабизм на чеченской земле начал катиться к своему закату. Сегодня, доживающие свой последний час ваххабиты, время от времени наносят предательские удары. Подрыв смертников перед зданием МВД и на площади перед театрально-концертным залом – это агония обреченных. Это свидетельство того, что ваххабиты не мусульмане, не воины Аллаха и даже не люди. Скрывающиеся в лесу Докка Умаров, Саид Бурятский и прочая мерзость будет уничтожена в ближайшее время. Понимая это, они сейчас прикладывают все усилия к тому, чтобы завербовать в свои ряды как можно больше молодежи. Учитывая то, что молодое поколение подсознательно тянется ко всему чистому и возвышенному, они, к сожалению, продолжают попадаться на психологические удочки ваххабитов. Сегодня мы видим этих людей. Если сегодня в мире их показывают с какими-то зелеными лентами, с какими-то надписями, изъятыми из Корана, или же именами Аллаха, и люди думают, что это мусульмане. Да нет, это не мусульмане. Сегодня, как мусульманин, как верующий человек, я заявляю, что эти люди, они не мусульмане. Они специально участвуют в этих ролях, выступая как мусульмане. Этим они извращают религию, этим они изнутри, как говорится, разрушают, изнутри уничтожают нашу религию. Они называют себя воинами Аллаха, борцами за свободу, шахидами. Ни одно из этих высоких имен не применимо к ним. Убийство мусульманина не может быть оправдано ничем. И тем более не имеют права называть себя мусульманами те, кто убивают мусульман.
это не действие мусульман, и не действие, и не идеология ислама. Это наоборот то, что является запрещенным в исламе. Эти люди, то, что вытворяют, эти действия, которые они делают, эти террористические акты, где бы то они это ни совершали на этой земле, это все направлено для того, чтобы у людей появилось мнение, или же создалось мнение антиисламское. Эти люди выступают под знаменем ислама, названием в кавычках, и показывают эти действия всему миру, этими же действиями отвращая от общества, от ислама внимание. Просто чтобы люди боялись, когда слышали это слово «ислам» или же «мусульманина», чтобы люди боялись. В этой связи следует отметить, что руководство Российской Федерации оказывает президенту Чеченской Республики всемирную поддержку в борьбе с ваххабизмом. Надеюсь, что эта работа будет, как и велась вами, и им вестись в прежнем, а даже сейчас в усиленном режиме, потому что не так давно вы проводили целый ряд операций, которые принесли результат. Я считаю, что эта работа должна быть продолжена для того, чтобы те, кто такого рода действия совершает, понимали, что ответ будет прямой и жестокий. Для МВД России борьба с религиозным экстремизмом на Северном Кавказе стоит в ряду приоритетных задач. Об этом заявил министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев при посещении раненых сотрудников чеченской милиции в Москве в госпитале имени Бурденко. Именно мужество и героизм наших сотрудников, которые каждодневно не только в Северокавказском регионе выполняют свой служебный долг, это лишь еще подтверждение тому, что мы служим закону, мы служим народу, мы служим обеспечению законных прав и интересов наших граждан. Кто сегодня скрывается в лесах и горах Кавказа, нанося подлые удары в спину, подрывая процесс мирного восстановления, отнимая жизни наших родных и близких, сами поставили себя вне закона. Они противопоставили себя Конституции, нормам общественной морали и собственному народу. Никогда в истории не было случая, чтобы человек, предавший собственный народ и свою веру, выходил победителем. Так будет и на этот раз. Я бузал сан ойлича, я нохчичу сан ойлича, сами анадуч, саат я луюч, аршу хьюцуш, зулум дукиш. Сахи аршу зулум дархан, яшло зулум дуис. Когда стагвирди, она бузал байда, а он массан хушнуч, она садала хялин хлебиш хуис, шарах хлгизлирш. Да, когда сум хуш, да, хосла гу. الدوس داس أيضا وندوش هذا يبير مقصدك يبير مقصدنا حرام قندوس حرام قالوا ملو يخوش ديش. Наша республика преодолела все тяготы войны и во главе с президентом Рамзаном Кадыровым вступила в фазу устойчивого социально-экономического развития. Не осталось ни одной сферы общественной, политической и социальной составляющей жизни республики, которая не коснулся бы процесс позитивных преобразований. Сегодня Чеченская Республика демонстрирует всему миру примеры межнационального согласия, мирного строительства и заботы о жизни и здоровье каждого гражданина. Все проживающие в республике граждане имеют равные права и возможности, независимо от религии или вероисповедания. Для свободного проживания наша территория, Чеченская Республика, абсолютно самодостаточна. У чеченцев всегда было приветствие слова «марш воин», «марш воин». Для этих ключевых, священных для чеченцев моментов наша республика самодостаточна. Марш вага, так марш вага для народа и для тех гостей, которые будут уходить из Чеченской Республики и в Чеченскую Республику езжать. В республику возвращается все больше людей, вынужденно покинувших ее в годы лихолетия. Облик наших городов и сел с каждым днем изменяется в лучшую сторону. На фоне всего этого потуги ваххабитов навязать нам чуждую и богопротивную идеологию, попытки поставить чеченский народ в кабальную зависимость от иноземных господ будут жестоко подавляться. У ваххабизма нет будущего на великой земле Кавказа. И залогом тому круглосуточные спецоперации правоохранительных структур как в нашей республике, так и в республиках Ингушетия и Дагестан. Бандиты загнаны в петлю, и скоро она затянется намертво.